Вначале делегация осмотрела территорию, прилегающую к колледжу. Директор Джумбер Мушб отметил, что они мечтали о ремонте 30 лет, и, наконец, эта мечта сбывается. Премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что это очень важный и значимый проект. На самом деле Санкт-Петербург масштабную поддержку оказывает нашей стране, и об этом вначале начали говорить о том, что необходимо отремонтировать учебное заведение. И вот наши коллеги откликнулись. Теперь уже на стадии проекта, как мы слышим, совсем скоро будем знать уже этапы, когда что будет происходить. Вопросы финансирования, вот, как сказал губернатор, уже по сути решены. Затем состоялось рабочее совещание, посвященное модернизации образовательного учреждения. Для нас это начало новой важной главы в системе образования, отметила министр просвещения Хана Гунба. Среднее профессиональное образование в Абхазии требует серьезных решений. Реорганизацию и улучшение материально-технической базы. Потребность в данных специальностях остается очень высокой. Мы видим за последние годы, как достаточно активно развивается инфраструктура страны, появляются новые предприятия, которые нуждаются в специалистах разного направления, и потребность есть, и желание есть. Нам необходимо подготовить образовательное учреждение, площадку для быстрого освоения таких специальностей. Такой первый проект, очень надеемся на то, что действительно будет реализован. Я от имени Министерства просвещения Республики Абхазия хочу выразить глубокие слова благодарности, Александр Дмитриевич, вам, руководству Санкт-Петербурга, за то, что вы откликнулись и решили помочь в восстановлении такого важного образовательного объекта. Хана Гунба подчеркнула, что, несмотря на сложные условия, колледж пользуется популярностью. Здесь сформировался устойчивый педагогический коллектив, который обеспечивает качественное образование. В свою очередь, Александр Беглов представил эскизный проект реконструкции многоотраслевого колледжа, отметив, что он практически утвержден. Показали его уважаемому господину президенту. Насколько я понимаю, мы утвердили вариант номер 2. Да. Это со строительством дополнительного реконструкции основного корпуса, да, и со строительством нового корпуса с общежитием. Это спортзал и, конечно, общежитие для студентов и для возможных преподавателей. Александр Беглов предложил направлять студентов из Абхазии на обучение в колледже Санкт-Петербурга по наиболее востребованным для республики специальностям. В этом году 6 выпускников общеобразовательных школ республики будут поступать в колледжи Санкт-Петербурга. 2 выпускников многоотраслевого колледжа в этом году стали студентами Красноярского института гастрономии. 78 человек, которые закончили в этом году, повара и кондитеры, они трудоустроены все, они востребованы на сегодняшний день. Понимаете? И если будет возможность дальше, этот ремонт будет сделан, да, и мы будем стараться и другие направления задействовать, там, которые востребованы в Абхазии. Есть такие профессии, которые не выпускают другие учебные заведения. Затем премьер-министр Абхазии Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, спикер парламента Лаша Ашуба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетили Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Александр Беглов подарил собору икону Спасителя в серебряном окладе с лампадой. Глава Абхазской православной церкви Ирей Виссарион наградил губернатора Санкт-Петербурга орденом святого апостола Симона Канонита. Мы учредили орден апостола Симона Канонита. И первый, кто награжден, это был святейший и Владимир Владимирович Курий. И вот второй будете вы и владыка Варсонофий. Так, прошу. Прошу. Вот. Это орден апостола Симона Канонита. Вот вы третий человек, который получает ее. Это впервые. Шазина Ханаго, Давид Хашик, Абхазское телевидение.